43 дня пути, 15 тысяч километров. Таков план участников автопробега Брест-Иркутск-Брест. Стартовали патриоты из Беларуси еще 8 мая. Казань уже 9-й по счету город, где они сделали остановку. Мы проехали города, как Борисов, Минск, Смоленск, Москва, Ржев. Впереди еще 12 городов. В каждом, как признаются участники пробега, их встречают очень тепло. 8 мая в Брестской крепости нам в торжественной обстановке передали капсулу, в которой находится священная земля Брестской крепости Героя. Теперь она будет храниться в музее Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Жители Республики Татарстан проявили очень большое участие в победе. После русских, украинцев и белорусов 4-е по численности погибших – это уроженцы Татарстана. На Белоруссии наших земляков, призванных из нашей республики, погибло почти 11 тысяч человек. Даже одна из дивизий, которая формировалась у нас здесь, на территории Республики Татарстан, имеет название Витебской. Сама капсула, которую привезли в Казань участники автопробега, сделана в форме патрона от зенитной установки. Земля, которая находится в ней, взята на местах ожесточенных боев и бессмертных подвигов. Храниться капсула будет в именном отсеке на стене героев Советского Союза. На нем фотография уроженца Татарстана Петра Гаврилова. В 1941-м он руководил обороной восточного форта Брестской крепости. Впереди у участников пробега Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Доедут даже до Байкала. В разные города России они доставят 22 капсулы с белорусской землей. Домой вернутся только 21 июня, за день до годовщины начала обороны Брестской крепости. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.